Сразу несколько крупномасштабных мероприятий произошло за время рабочего визита в Кыргызстан председателя правления компании «Газпром» Алексея Миллера. Более 6 тысяч человек теперь будут обеспечены природным газом. А в столице скоро появится новая общеобразовательная школа. Подробнее о том, какие еще новые и восстановительные объекты запущены в республике гигантом газовой отрасли, в сюжете Юлии Варавиной. Более 900 школьников получат возможность обучения в новой столичной школе. Учебное заведение будет достроено и полностью оборудовано к 2019 году за счет средств компании «Газпром». В торжественной закладке капсулы на месте строительства приняли участие председатель правления «Газпром» Алексей Миллер и президент Алмазбек Атамбаев. В тот же день с участием Алексея Миллера и генерального директора ОСО «Газпром Кыргызстан» Болота Абильдаева состоялся торжественный запуск нового магистрального газопровода Бухарский газоносный район Ташкент-Бишкек-Алматы. Это ключевое событие для всей Центральной Азии. Бесперебойной подачей газа теперь обеспечены не только север Кыргызстана, но и Алматинская и Талдыкорганская области соседнего Казахстана. После трехмесячного строительства и реконструкции подключена к газопроводу и входит в строй новая газораспределительная станция «Сокулук». На проведение работ было потрачено в общей сложности более 170 тысяч рублей. Продолжая череду торжественных стартов, в этот день, помимо открытия нового офиса компании, был введен в эксплуатацию очередной газорегуляторный пункт. Газом обеспечили более 6,5 тысяч жителей жилого массива Алато. Это уже 11-я новостройка, газифицированная за последние 1,5 года в рамках реализации генеральной схемы газоснабжения страны и инвестиционной программы «Газпром Кыргызстан». До конца этого года планируется увеличить число абонентов еще на 100 тысяч человек. В рамках той же программы проведено восстановление автомобильной газонаполнительной компрессорной станции в селе Ленинское. Обновлен технический блок и экстерьер. При этом установлены более мощные компрессоры, увеличено количество заправочных постов и расстояние между ними. Все эти мероприятия позволят сократить время заправки транспорта и сделать площадки удобными для автобусов и большегрузов. А перевод автомобилей на газ значительно уменьшит вредные выбросы в атмосферу. На улице Фучика в Бишкеке теперь открыт новый современный центр обслуживания потребителей газа. Абоненты компании уже могут оценить преимущество возможности не только быстро и качественно получать консультации по вопросам газоснабжения, но и осуществлять необходимые операции – от оплаты услуг до ремонта и замены газовых счетчиков в одном сервисе. Наконец, официально презентованный учебно-производственный центр ОСО «Газпром Кыргызстан» создаст возможности для непрерывного профессионального обучения всех категорий работников общества. Ряд нововведений и открытий в области газовой инфраструктуры стал важным этапом не только для компании «Газпром Кыргызстан», но и для республики в целом. Работа по созданию одной из лучших газотранспортных систем в регионе непрерывно продолжается. По плану, к 2013 году уровень газификации в Кыргызстане повысится в 2 раза.